как ни странно, это вот этот дом, это вообще второй по времени камень, сохранившийся камень дома Сысольска. Я вам к первому подойдем. Это дом купчихи Суворовой. Вот этот дом и флигель. Так вот, именно не в том здании с колоннами, а вот именно вот здесь помещалось в 30-е годы ОГПУ, затем НКВД. То есть вообще все тут построено позже с колоннами на месте дома Суханова. А ОГПУ сразу захапало себе вот это здание, выселив эту бедную купчиху Суворову, кстати говоря. Выяснилось, что вообще-то она связана генеалогическими узами с генералиссимусом Суворовым, это одна из ее боковых ветвей. Вот. И все приговоры 30-х годов расстрельные, они выносились вот в этом здании. Не в колоннами, а вот здесь вот. А вот в этом флигеле как раз была вот то, что сегодня называется как раз СИЗО. Внутренняя тюрьма НКВД. И она сохранилась, кстати говоря, вот первый этаж этого флигеля, тот, который идет на Коммунистическую, она практически сохранилась без изменений. Там можно открывать музей, там есть камеры, сохранились, замки работают до сих пор, сам проверял. А что там сейчас? А что там сейчас? Сейчас, в том-то дело, что почему я туда попал. Раньше это было режимное здание, а сейчас там ничего. Там был склад инвентаря. Лопат, метел и прочее. Сейчас его куда-то вытащили. Этот корпус стоит пустой. Но он по-прежнему режимный, он по-прежнему МВД. Но мы остановились еще и вот почему. Мы точно не знаем, где приводились в исполнение первые приговоры в 30-е годы. Но предположительно, по крайней мере по воспоминаниям родственников, как минимум 2 священника, отец Павел Малиновский и отец Николай Кириллов из Усть-Выми, были расстреляны вот здесь. Вот в углу, вот образованным вот этими 2 зданиями. Там, если зайти внутрь, там довольно такой уютный, тихий тупик получается. Он еще ниже, там земля идет вниз, он так ниже получается. Вот они утверждают, они навещали их, когда они были в этой тюрьме, они утверждают, что им сказали, что они расстреляны были здесь. Так что вот это здание, оно и связано с тем, что, повторяю, именно здесь выносились приговоры, и, скорее всего, именно здесь, перед расстрелом, проводили последнюю ночь свою осужденные вот в этой тюрьме. И, скорее всего, 2 священника, но отец Николай Клеоникович Кириллов не канонизирован, хотя, по-моему, заслуживает это, но это не мое дело, это дело церкви. Вот они приняли мученическую кончину вот здесь, вот как раз вот в этих зданиях. Их привезли из Усть-Выми, это Усть-Вымские священники.